Посетивший в 1901 году Ингушетию этнограф Мантюхов пишет: горные ингуши, образующие поселения в Джираховском, Мецхальском, Цоринском и Хамхинском обществах, живут небольшими аулами в 5-15 дворов. Сакли сложены из больших каменных плит без цемента и состоят из нескольких выходящих в темный узкий коридор помещений. Некоторые горные ингуши еще до сих пор живут в старинных башнях, имеющих вид постепенно суживающихся пирамид вышиной до 10 сажень. Жилые башни обыкновенно разделены на несколько этажей. В верхних живут люди, а в нижних помещается скот. В плоскостных селениях Назрановского, Галашевского сельских обществ ингуши живут несравненно лучше. Селения имеют от 300 до 500 дворов, дома выбеленные, с несколькими выходящими на открытую галерею комнатами. Во многих домах можно встретить зеркала, лампы и разную мебель, при домах есть огороды и сады. Горные ингуши мало занимаются земледелием, желая засеять клочок земли. Ингуши нередко бывают принуждены наносить на каменистую почву рыхлую землю издалека в мешках. Сеют в горах исключительно ячмень, который часто не созревает. В плоскостных местностях занятие земледелием идет много успешнее. Сеют больше всего кукурузу, меньше пшеницу и еще меньше проса. Скотоводство среди ингушей развито значительно. В среднем на каждый двор приходится по одной лошади, около 5 штук крупного и до 10 штук мелкого рогатого скота. У горных ингушей мелкого скота почти втрое больше, чем у плоскостных. Вмешательство империи, территориальная экспансия, этническая маркировка границ, передача земель под казачьи станицы привели к тому, что уже и ингуши, заявляющие о своих правах, стали комом в горле у имперского начальства. Как прежде кабардинцам, чеченцам и черкесам, российская власть не оставила ингушам возможности мирного решения конфликта. В начале набеги, а потом неистовое мщение за отнятые права и отторгнутые земли сделали из прежде мирного народа хищников и бандитов. Вооруженное сопротивление колонизаторам, нежелание ингушей мириться с вопиющей несправедливостью имперского начальства вело их в черный список хищных народов. Позднее в записках белого генерала генерал-лейтенант Андрей Шкуро писал: еще со времен покорения Кавказа, отчаянно защищавшие свою независимость, храбрые и свободолюбивые ингуши были частью истреблены, а частью загнаны в бесплодные горы. На принадлежавших им прежде плодородных землях расселили терских казаков, основавших на врезавшемся в Ингушетию клине свои станицы. Лишенные возможности зарабатывать свой хлеб честным путем, ингуши жили грабежом и набегами на казачьи станицы. Еще в мирное время пограничные с Ингушетией терцы не выезжали в поле без винтовок. Не проходило дня, чтобы не было где-нибудь стрельбы и кровопролития. Считая казаков угнетателями, а казачьи земли по-прежнему своими, ингуши беспощадно мстили терцам. Отношения создались совершенно непримиримые. Дальнейшее сожительство было немыслимо. Нужно было либо уничтожить ингушей, либо выселить казаков с бывших ингушских земель, вернув таковые их прежним владельцам. Западная же и центральная часть Кавказа и вовсе представляла собой один огромный благоухающий фруктовый сад, одновременно раскинувшийся на низменности в горах вперемешку с дубовыми, ореховыми рощами, виноградниками, пасеками, пастбищами, на которых резвились знаменитые кабардинские кони и бесчисленные отары скота. С любовью и умением возделываемые земли давали обильные урожаи и всего, что было необходимо для безбедного существования. Картину необузданного варварства дополняли дома дикарей, которые, как писал английский путешественник Спенсер, были отнюдь не хуже в опрятности, чем дома тирольских и шведских горцев. Так же, как и в восточной части Кавказа, получили широкое распространение ремесла и торговля. Как и на востоке, в центральной и западной части Кавказа горец одевался и потреблял в пищу только то, что производил сам. С приходом того самого русского мужика, трудолюбие которого нам часто ставят в пример, все пришло в запустение. Привыкшие к нищей жизни и безинициативному труду, новые хозяева жизни ленью, равнодушием и пьянством уничтожали все, что веками строилось и осваивалось кавказскими дикарями. Несмотря на благодатный природный климат, обилие неприхотливых почв, под их управлением пришли в запустение огромные пространства, с которых были изгнаны их прежние обитатели.
Это кажется особенно поразительным, ведь для безбедного существования переселенцы получали немалые подъемные суммы денег, которые по установившейся традиции неизменно пропивали. Публицист Яков Абрамов так описывает бедствия, обрушившиеся на черкесские земли в лице их новых хозяев. Если сравнить то, что сделано на Кавказе туземцами и нами русскими, то менее культурной и менее трудолюбивой нацией придется признать именно русских. Я уже говорил о запустении под русским владычеством огромных пространств на Западном Кавказе, которые были покрыты прежде горскими нивами, лугами, виноградниками. То же явление приходится наблюдать и в Терской области. Все 3 лета, которые я провел здесь, я жил по несколько времени в Нальчике, Русской Слободке, и в то же время в центральном пункте Большой Кабарды. И здесь мне пришлось вволю насмотреться на то, с каким бесстыдством русские истребляли продукты кабардинской культуры и многолетнего труда. Подобных свидетельств бесконечно много. Разорив богатейший край, изгнав жившие в нем прежде народы, империя обвинила их в дикости и бандитизме, представив дело таким образом, что до имперского пришествия горы Кавказа были заселены грабителями и убийцами, жившими набегами на мирные казачьи станицы, и с которыми невозможно было поступить иначе. Причем о том, что казачьи станицы, как и крепости, строились на захваченных землях, никто не говорит. Горцы рассматривали захват собственных земель как посягательство на свою свободу и интерес. А чем они могли ответить еще? Жалобами в суд? Обращениями в международное сообщество. Никто не берет во внимание тот очевидный факт, что экономическая независимость была присуща всем кавказским народам, что отмечали многие русские офицеры и даже путешественники, которые, начиная с начала XVIII века, начали собирать разведданные и зондировать почву для будущей экспансии. Кавказские народы были свободными, их дух и разум не был осквернен ни плебейством, ни чинопочитанием. Они были независимы в суждениях, свободны в передвижении, в выборе рода занятий и места жительства. Никто из них не мог представить, что человека можно сечь плетью, как скот. Никто из них не мог представить, что некто, возомнив себя господином, может потребовать привести к нему на ночь жену, сестру или дочь. И это не потому, что они были людьми с какой-то завышенной самооценкой, и не потому, что их представления о человеческом достоинстве были слишком требовательными. Просто армия, отправленная на их земли, состояла из тех, кто не имел представления ни о свободе, ни о достоинстве, ни о правах, потому что никогда не имел ни первого, ни второго, ни третьего. И русское правительство, и лучшие умы империи, и либералы, и русский солдат были едины во мнении, что дикарем и фанатиком можно считать каждого, кто в ответ на удар плетью не падал на колени, а отвечал выстрелом или ударом меча. Нужно сказать, что это мнение главенствует в российском обществе и по сей день. Вопрос о том, мог ли раб принести цивилизацию свободному, вопрос крайне важный, если не сказать ключевой. Мог ли сам раб или владелец раба, развращенный веками его слепой молчаливой покорности, да и сам, по сути, такой же раб, быть носителем цивилизации только потому, что он видел тех, кто видел тех, кто видел тех, кто видел паровоз? В чем уступал русскому крестьянину в середине века, не умевшему ни читать, ни писать, кавказский горец, веками раньше уже украшавший фронтоны домов арабской вязью, а могилы косыдами на арабском тюркском фарси? В чем уступали казачьим станицам, в которых образованный человек считался еретиком, дагестанские аулы, в которых, начиная с XII века, на национальные языки уже переводились многотомные религиозные труды, а в XVII веке медицинские трактаты и труды по астрономии. Эти крайне чувствительные для национального самосознания вопросы должны изучаться и обсуждаться. В противном случае нам уготована участь забывшего собственную историю и готового смириться с положением унтерменши сброда, востребованного только в качестве пушечного мяса при захвате чужих территорий.